Итак, сегодня в каждой школе где-то чуть шикарнее, где-то поскромнее, но День знаний проходит для всех школьников и учителей. Добро пожаловать в учебный год 2021-2022. У нас около 17 миллионов школьников, из них 2 миллиона сядут за парты впервые. Гора новостей пришла в лицей номер 160, чтобы встретить День знаний здесь и рассказать, что нового нас ожидает. Вы готовы? Итак, в новом учебном году во всех школах страны появятся новые программы воспитания. Они помогут нам гармонично войти в жизнь современного российского общества. Обещаю, что увеличится количество социальных школьных проектов, дискуссионных площадок, спортивных праздников, капустников, походов в театры, музеи, на выставки. Интересно, а чего реально ждут сами школьники? Расскажи, как прошел День знаний? В этом году у нас был 11 класс и 8 классов первоклашек. Мы с первоклассниками подготовили номер, все было весело, красиво, так, миленько. Такие все взрослые, с такими маленькими, танцуют, что-то там, стихи читают. Очень мило. Еще одна новинка. Министерство просвещения начинает программу создания профильных психолого-педагогических классов в школах. В планах открытие 5000 таких классов для подготовки будущих учителей уже со школьной скамьи. Уверена, это многим поможет поскорее определиться с профессией. А что ожидает от этого учебного года ребята из лицея 160? Ты уже в 11 классе, у тебя День знаний был уже много раз. Как ты к нему готовилась? С каждым годом подготовка к этому дню проходит все легче и легче. Я купила платье буквально за день до 1 сентября, но я особо не заморачивалась. В этом учебном году большое внимание будут уделять качеству школьного питания. Обещали, что домашние задания уменьшатся в объеме, а КИМы по ЕГЭ в этом году будут совсем другие. Их старательно переписывали. С сентября в 10 пилотных регионах приступят к работе советники директоров в школах по воспитанию и работе с детскими объединениями. Это самые активные молодые педагоги, студенты педвузов. Вся внеурочная активность, кружки, секции, театры, теперь в компетенции советников. Поздравляю всех с началом нового учебного года. Пусть этот год пройдет для всех легко и весело. В любом случае будет интересно. Саша Грушина, Наиль Гайнуллин, специально для Горы новостей.